они все тут есть. Ну, это же как раз тоже как сказать, вкладывается в концепцию извлечения рентного дохода. Да. И вы не создаете стоимость, вы ее отнимаете. То есть, понимаете, в чем разница? В чем разница как бы в коррупции и воровстве у нас и, скажем, в, не знаю, капиталистическом обществе, как это называть, да? Я помню, значит, это мне сказал очень давно глава миссии МВФ, фраза, она у них устоялась, но значит, для меня она тогда была впервые прозвучала, он говорит, понимаете, в чем разница? У нас воруют с прибыли, а у вас с убытком. То есть для того, чтобы украсть там, нужно создать стоимость, а для того, чтобы украсть здесь, нужно ее уничтожить. Это принципиальная разница. И мы об этом смещении. Да, совершенно верно. Про смещение. Проедание будущего. Все знакомые, Андрей Росинский, да, Андрей Киштымов. Андрей Росинский как раз специалист по новому мастацтву. Андрей Киштымов экономичный историк. Ну, первые два слова. Я буквально вчера вернулся с конгресса исследователей Беларуси. И следует отметить, что на каждом конгрессе всегда бывают экономические панели, как их изящно называют. И в этом году эта панель выглядела самой слабой, начиная с недоезда массы участников и кончая тем, что говорить, как оказалось, там на этой экономической панели не о чем и нечего. Да? И, кстати, то, что мы сейчас слышали, в определенной степени подтверждает это явление, потому что разговор, как я понимаю, идет примерно о следующем, что с 1991 года в экономике практически ничего не происходило. Ну, как сказать, я не экономист. По нашей воле я ничего не историк, то есть, да. я как историк, я не рассуждаю экономическими категориями, я здесь в данном случае гляжу на экономику как наблюдатель, да? И вот если я знаю, что там МАЗ, БелАЗ, там тракторные и так далее, Громсельмаш, они там до сих пор что-то куют, то ничего за эти вот где-то 30 лет, да, ну, с 91-го, допустим, никакого нового МАЗа, БелАЗа, там, Громсельмаша не получилось. Конечно, может быть ответ, до сегодня эти гиганты никто не строит, но этот ответ тоже будет неправильный. Сегодня строят и гиганты, индустриальных, там, разговор вести о каком-то постиндустриальном обществе, это не то. И то, что в экономической науке и в экономике слабовато, или вообще пустовато, назовем так, это приводит, на мой взгляд, к такому парадоксальному явлению, что экономисты не в силах объяснить пустоту, то есть вот экономическую, и они начинают почему-то апеллировать к истории, и меня это очень сильно всегда умиляет. Когда начинают, вывешивать, да это феодализм. Ну хорошо, я могу поверить, что экономисты знают экономику, но я, извините, когда такие апелляции слышу, не могу поверить, что они знают историю. Потому что, например, правильно говорит Такурдович, что касается системы феодализма, например, это нисколько не похоже на феодализм. Почему? Потому что эта система феодализма работала как прикрепление к земле. По-своему, каждый феодал тоже был крепостной. И феодальные эти замки, это как для улитки была скорлупа. Это была как ракушка, куда они прятались. И никуда они от этой земли не уходили. И богатство этих феодалов, оно формировалось каким образом? Что главный феодал в лице монарха раздавал земли, которые вроде считались его земля великого князя, но это была государственная земля, и он ее раздавал, допустим, Радзивиллу. Почему? Потому что денег катастрофически не хватало. Ни в ВКЛ, ни в Речи Посполитой денег не хватало даже на содержание святое святых армии. Именно поэтому это пресловутое посполитое рушение действовало буквально, я не знаю, там, до разделов Речи Посполитой. И то ничего не получилось. Когда Тизенгаус начал проводить экономические реформы, то в отличие, допустим, от соседней России или Пруссии или австрияков, вместо того, чтобы делать пушки, ружья и так далее, он занимался
инструментами, то есть этим самым шитьем, посуды фарфоровой, тогда коврами и так далее, гобеленами этими и так далее и тому подобное. А нужно было делать оборону. Поэтому я очень удивляюсь, когда сегодня мы ведем разговор про экономику, а экономисты не могут внятно, ну, может быть, они, да тоже они не знают, не могут внятно, например, объяснить, какую долю в сегодняшней экономике Беларуси занимает вот эта самая оборонка. Почему? Да потому что, когда экономисты апеллируют к истории, то они говорят, дурость-то какую совершили? Магнитка на Урале, а уголь там в Донецке. Ну а если бы это было там, и если бы это было занято, допустим, в первые полгода войны, что бы случилось? Советская экономика строилась по принципу рассредоточения по всему Советскому Союзу. У нас детали для подводных лодок делали на свире, там рядом с Вишневой и так далее. Какую сегодня долю в нашей экономике занимает этот военный сектор? Может кто-то ответить? Сколько в нем занято? Какая там заработная плата? Сколько заводов, предприятий? Не может. Советскую экономику историки где-то уже до 41-го примерно года, ну так как открыты стали архивы, им разрешили это делать. Они ее расписали, есть отличные труды по поводу вот этого экономического и военного положения, как создавалась военная база, допустим, Советского Союза. Послевоенную эту военную экономику и сегодняшнюю военную экономику историки не знают, экономисты тем более. Нужно этот сектор учитывать? Я считаю, что нужно. Он важнейший. И это тоже кусок, часть советского наследия. Не будем закрывать на это глаза. И поэтому происходит очень интересное явление. Мы говорим, как я услышал и согласен абсолютно, 30-летний период экономического безвременья, да? Все, наверное, с этим солидарны, солидарных докладчиков. Но я, как историк, для меня 100 лет туда, 100 лет сюда, все равно. И я начинаю этот 30-летний модуль, ну, условно говоря, пленку отматывать назад. И я такого больше периода безвремени экономического не вижу. Ну, давайте посмотрим. Ну, допустим, говорю по историческому букварю, хорошо известные всем события. 1861 год, отмена крепостного права. Это одна Беларусь и одна Россия, да? Ну, вот, бывшая. Добавляем 30 лет. 1800, значит, 91 год. За это время 61 год, 62-й, первая железная дорога по Беларуси. 71-й, Минск железную дорогу получил. 73-й стал железнодорожным перекрестком. За это время телефон, автомобиль, пароход, фабрики и заводы, действительно фабрики и заводы, а не, как у Пусловского, конный привод, то есть коняшка крутит, водяная турбинка стоит, ну и плюс добавок еще что-то пыхтит в виде парового движка. Далее смотрим. Ну, советская власть пришла, или 30 лет еще добавляем, да? Плюс 30 лет экономика 1891 года и экономика уже 25 года. Вообще советская экономика, не имеющая ничего общего с этой экономикой 91 года и начало этих самых сталинских пятилеток. Добавляем еще 30 лет. Абсолютно новое лицо страны. Послевоенный период берем. Ничего в Беларуси, выжженная пустыня. Добавляем к 1945 году 30 лет, с 1975 года Беларусь. Другая страна. И сейчас 30 лет безвременья. Апеллировать к феодализму, объясняя экономическую пустоту, мне кажется, не очень продуктивно. Вельми цікава і такі як перспектива. Ще хтось? Уже хочется отвечать. Зараз. Добрый вечер всем. Оля Семашко, юрист-экономист. Я с того поколения 2001 года, про які ви так казали, що в этот час, коли, здається, вже поміншаються амбіції. І я ось час потрапила на бізнес-вік in Білорусь, коли присутнічав амбасадор Казак, директор діла і вся наша, в принципі, еліта економічна, політична, яка казала, що ось режим упаде,
і почнеться нейкая новая рынкавая экономика. В принципе, нас гэтаму і вучылі там цэлы тыдзень, каб мы змаглі працаваць у новых умовах. І я ўжо як юрыст бачу, што ў прынцыпе наше заканадаўства прадугледжвае вельмі цікавыя эканамічныя зрухі, напрыклад, закон о фермерской гаспадарцы, але гэтыя законы так ці інакш не працуюць. І на сённяшні момант усе нашы заканадаўства прыводзяцца ў гарманізацыю заканадаўства Расійскай Федэрацыі. А гэта зусім іншая сістэма, і, безумоўна, нават самыя лепшыя эканамічныя ідэі, якія закладваюцца нашымі эканамістамі, яны не могуць працаваць, таму што стыкаюцца, па-першае, з неправільным прапісаннем у законах і з яго выкананнем. І наконт вашага пытання, чаму ўлада гуляе ў фідбэк, у нас вельмі маленькая краіна, і так атрымоўваецца, што ёсць чыноўнікі і дзяржаўны апарат, а ўжо іх сваякі трапляюць у дзяржаўныя органы і ў іншыя арганізацыі. І тады проста працуе такая местачковасць. Трэба сваіх ўсё ж такі і аплачваць. Ну, то есть вы считаете, что эти запросы они на кухнях проходят? Совсем? Я понял. Так, значит, как это? Очень сложно себе представить, что... То есть, неужели вы думаете, что я вот сейчас рассказал, это все, что могут экономисты, значит, по поводу экономики рассказать? Конечно же нет. Так и я вам не все Так вот, нет, так вот, опять же, значит, если говорить о понимании и описании того, что происходило, то на самом деле, можете даже погуглить, есть такой термин, называется Минский консенсус. Суть его заключается в том, что начиная где-то примерно уже после 2012 года, там плюс-минус буквально несколько лет, образуется наконец уже, значит, не вот эти вот два идеологических описания, а когда случился удивительный феномен, когда понимание диагноза, анамнеза, там, прогноза экономики стало примерно общим между государственными экономистами, ну, за исключением политических должностей, между низшими экономистами, между синктенками нашими, международными структурами и так далее. Это я сам для себя заметил с огромным удивлением, когда просто вот буквально там словами, там, чуть ли не из экономики на пальцах, значит, приезжал главный экономист из ЕС, там большая встреча, вы говорили, а вот мы считаем, что у вас вот это происходит. Ну, я, конечно, очень понравился от того, что наконец все это выглядит именно так. Значит, по поводу феодализма, еще раз, надо тут, еще говорю, это же мета-язык, это попытка использовать мета-описание, когда нет никакого другого. Значит, в то время фактором производства основным была земля, сейчас факторы производства другие, но принцип остался тот же самый. По-прежнему монарх вам раздает, да, значит, как бы делянки. Обратите внимание, что то же самое, да? Денег нет, значит, но мы для вас посоздаем отдельные экономико-правовые зоны. Аршанская, значит, камень. Это просто метафора. Вы пытаетесь сказать, такое это назвать по Окей. Они неудалые. Когда Америку называют империей, это неправда, значит, не значит адекватное слово. Корея называет феодализмом то, что есть, значит дрянность филологии. Вам не хватает слов, потому что это только заплыть. Послушайте, у меня хотя бы есть модель, пускай она называется так, как вам не нравится, но она работает, и у нее есть, понимаете, у модели есть несколько критериев того, правильно она или нет. Описывает ли она максимально непротиворечивым способом, без привлечения всяких разных там богов из машины, то, что происходит и происходило, и может ли она предложить какой-то эксперимент или там будущее, что случится для того, чтобы это происходило. Так вот, это важно. Нет, подождите, нет, стойте, это очень важно. Значит, чтобы совсем еще было понятно, где еще эта метафора феодальная работает. Значит, по поводу закрепощения. У нас окончательно сформировалась эта система, значит, когда были оформлены 3 декрета. Декрет номер 3, он же первый, значит, декрет номер 7, значит, о развитии деловой инициативы, и 8 по цифровой экономике, ПВТ 2.0 и так далее. Значит, чтобы было понятно, как это все функционирует. Значит, для самого простого народа, да, значит, это то, что вот называется декрет о тунеядцах, вот, про который президент уже на самом деле вовсе не о тунеядцах, да, там в преамбуле написано, для чего это. Он создавался в условиях, когда
бизнесу не хватало рабочих рук. И, соответственно, нужна была какая-то мера внеэкономического принуждения, которая бы заставляла людей идти и работать на официально. Ну, вы знаете, как это все происходило. Так вот, и он так и сказал, у нас сейчас ситуация, когда люди, благодаря этому декрету, готовы работать уже за любую зарплату, как будто это хорошо, а для тех, кто не хочет, для них у нас есть Шуневич там, и так далее. То есть это вот самый нижний слой пирамиды. Чуть выше это вот малый и средний бизнес, для которого в сущности-то и сделан был декрет 3, который обеспечивает их дешевой рабочей силой, которой у них иначе не было, и плюс создает условия для вот этого самого, развития деловой инициативы. Помните, как назывался раньше этот декрет? И вы теперь скажите, что это не феодализм, а раскрепощение деловой инициативы, дословно. То бишь, раньше, присутствовало закрепощение деловой инициативы, и вы будете говорить, что слова не годятся. Так Ну, вот. то есть эти аршины не годятся. Нет, секундочку. Подождите. Подождите, еще раз. Сергей, методологично. Что Просто как мы не спрощалися про слово, я скажу, що задача наша якраз сьогоднішньої зустрічі навчитися перескокувати з одної метамови в другую. Тому ми не спрощаємося, має право Сергій чи не має називати це федералізмом. Ми вчимося розшифровувати для самих себе ці терміни, ну і придумувати інші, описуючи ту ж саму реальність. Зависит от неофеодализма, в чем разница. Для меня важно, как это работает внутри, а не как это называется. Так вот, и, наконец, третий, самый верхний уровень. И там, кстати, очень важно, как по этим уровням меняются то, какие полномочия даются и какая ответственность получается. Чем вы ниже к декрету 3, тем у вас все больше ответственности и все меньше прав. Посреди там вам дается больше прав, благодаря этому раскрепощению, но, как говорил президент, увеличивается контроль. А вот на третьем уровне, вот эта вот самая цифровая экономика, значит, чтобы совсем уже аналогия была понятна, да? Еще раз повторюсь, мы сейчас имеем дело с таким поздним абсолютизмом. Вот монарх, которому уже не очень интересно непосредственно управлять, но денег как-то нет, он раздает там поместья, делянки, там вотчины, создаются такие удивительные проекты, как Белорусская национальная биокорпорация, которая фактически тоже способ извлечения рентного дохода из государственных проектов. Вот. А рядом, когда денег нет, то к монарху приходят алхимики и говорят, Ваше Величество, мы сейчас придумаем способ, как ваш свинец золото получать. Ну, только это будет, как сейчас, это цифровое золото, да? Там биткоины майнить будем и все такое. Только нужно нам, естественно, за это. И он говорит, ну, хорошо, я вам гавань эту создал, и если что, знаете, кто будет отвечать. Если кто в курсе, что такое гавань, только одна ассоциация может означать, что здесь является гаванью. Это Тартуга, это остров Тартуга, где и была эта гавань, где, собственно, был этот пиратский рай. Вот. То есть вот у вас есть приближенное к телу, которое ближе всего, которое получает больше всего себе разрешений. Вот он, такая вот иерархическая система на самом деле. И еще один важный принцип, про который я забыл сказать, но он чрезвычайно важен, который очень хорошо характеризует рациональное поведение акторов политических и экономических внутри этой системы. Внимание! Идет борьба не за право для всех, а за привилегии для себя. И когда даже, казалось бы, самые передовые слои населения, раньше думали, что это предприниматели. Я очень хорошо помню 2011 год, когда начался этот валютный кризис, и валюты нет, а государство начинает подменять рынок распределением, и они тогда начинают в рамках Совмина устраивать систему именно рационирования этих ограниченной валюты. И в это время предпринимательские союзы пишут коллективное письмо в Совмин. И вот о чем вы думаете, они их просят? Не о том, чтобы прекратить весь этот бред и наконец дать возможность рынку определить стоимость иностранной валюты. Нет. Они просят, а можно нас тоже в эту систему устроить? Еще раз, не для права для всех, а привилегии для себя. Теперь потом была теория, помните, что с достижением определенного уровня дохода люди начинают предъявлять спрос
на качество политики, да, на демократизацию там, и так далее. У нас сейчас есть такие люди, которые вполне получают, как сказать, сравнимую с средним классом Запада, да, зарплату. Но как только стало понятно, что, и президент им это напомнил, когда съездил в ПВТ, о том, что, ребята, вы льготники, да, вы живете благодаря моему позволению, вот этому вот декрету номер 8. Еще раз подчеркиваю, не право для всех, а привилегии для себя. Когда разработчики говорили о том, что мы туда будем включать элементы английского права, на самом деле никакого к чертям не английского, они там английского плохо знали, они списали с русского гражданского кодекса эти нормы. Еще раз, русского гражданского кодекса, который принят конституционным законом и действует для всех. У них он действует для всех, а у нас он действует только в этом загончике, в этом заповеднике. Еще раз, не право для всех, а привилегии для себя. Вот так работает система, которая сама себя воспроизводит. Вы думали, что у вас айтишники такие передовые, и они сейчас будут спрос на демократизацию предъявлять? Ничего подобного, они моментально все поняли. Они моментально поняли правила игры, они поняли, что их благосостояние и прекрасное существование с разницей в 5 раз средний уровень дохода по сравнению с средним по стране, все, прекрасно можно там жить и дальше говорить, какой у нас передовой и классный президент после встречи без галстуков. Тут я позменю крышечку перспективу, вернувшись от феодализма, и вот как бы до Андрея. Васильевич, не все так просто. Не так давно вот мы как раз сказали про Яниса Варофакиса. Это вельми цікавий економіст, грецький міністр фінансів, який пробив на этой посаде, ну, там, литерально несколько месяцев. Ну, коли что, погуглите, там, якби, фантастично цікавая постать, якби, он был выкинут из системы, и теперь я же такий незалежний інтелектуал, гастролює по світі, якби, і розказує в різних університетах, ну, приблизно робить те ж саме, що ми, спробує зрозуміти, як працює система. І він був і внутрі її, і поза її. І от у його, здається, в Оксфордській лекції, якби, є вельми цікава схемка роботи. Він каже, що, ну, от уявіть собі, що відбувається з економікою, як от така довга генеалогія економіки. Ведь, якби, влада была неподдельная, там, античность, феодализм, якби, и она контролировала и политичную сферу, и экономичную сферу, и человеческую штоденность, якби, ну и только вот, якби, сакрум был отделен, то есть, якби, кшатрии, там, и брахманы, якби, что отбывается на переломе феодализма и нового часу? Сфера экономики и третье сословие отделяется и становится все больше и больше незалежной от политичной влады, завоевывая себе якби певные правы, и вот эти все буржуазные революции приводят врешті-решт якби до того, что повстают обриси сучасного света, в яким есть демократия, от якой ничего не залежит. То есть ничего не залежит в сенсе того, что экономика автономная. То есть, якби, і, ну, з'являється там економікс, який тлумачить, що, якби, що це об'єктивні закони, і ви нічого не можете змінити. Да? І, ну, я вже не буду це не протягувати, то і ягона ідея, що те, що ми маємо, вот всіх це повставання популізму, авторитарних систем, вот, опошние, може бути, десятиліттях, це не просто так. Это вынік конца либеральной эпохи, кризиса 8-9 года, коли высветлилось, что, ну, умовно кажучи, на топе этой системы экономичной стоял банковский капитал, який повел себе абсолютно социально безотказно. То есть он, ну, вот, якби, обрушил всю социальную систему Захода, якби, для того, как урятовать, якби, ну, 10 якби, этих топовых банков. І тоді в сфері політики почалася реконкіста, почалася адвоєва, почалася наступ, якби, почалися вертання тих ідей, що ні, ми все ж таки якби, не будемо дозволяти, якби, що є політична економіка, що і гроші – це політична система, да, якби, ну і от це, да. То есть и мы потрапили, вот глядите, становление белорусской экономики, мы потрапили на эти две эпохи. То есть в
гэтым сэнсе як бы метафора феодалізма беларускага яна працуе, таму што як бы в беларускай сітуацыі сфера эканомікі так і не стала незалежнай. То есть у нас так і не адбылася гэтая буржуазная рэвалюцыя, у якой, ну, выніку якой на Украіне адбылася. Вынікам ёсць олігархічны капіталізм там украінскі. Да? В Расіі спачатку адбылася, потым адбылася рэканкіста і вяртанне да вот, расійскага традыцыйнага там імперскага праўлення. Да? А Беларусь дзіўным чынам затрымалася вот у гэтым як бы перадкапіталістычным стане, а сёння, калі тренды змяніліся і весь свет откатывается назад к феодализму, да? То есть, а мы знову як бы не в, ну, вот, не в той парадигме, да? То есть мы знову не совпадаем с этими сусветными трендами. А у нас только напрыняла ситуация для капиталистичной революции. То есть з'явились новые классы там городские, да? То есть наколькі цікавая схема вот, для эканамічнага гісторыка, якую фантастычна прыгожую эканамічную гісторыю можна напісаць, а, прабачце, сидзяць як бы гэтыя зануды, якія нам расказваюць, што у нас 30 год нічога не адбывалася. А можно я еще по поводу, как сказать, чтобы эпоху было понять, я как-то однажды делал передачу такую, это была такая специальная, наверное, провокация в некотором смысле. То есть я постарался провести такой реверс-инжиниринг, исходя из выступлений публичных, поручений, там, высказываний президента, восстановить его картину экономических взглядов. Вот. И у меня получилось, что он такой, значит, стихийный сторонник меркантилизма, экономического направления, которое на самом деле было еще донаучным, еще до появления Рикардо, Смита, особенно Смита, который был большим критиком меркантилизма. И это как раз вполне себе феодальная система. Главными инструментами ее были специально назначены, как, например, Ост-Индская компания, которая обладала специальным уставом, благодаря вот тем самым привилегиям, полномочиям, там, значит, монополизировала там экспорт, импорт и так далее. Фраза о том, что валюта, когда приходит, это хорошо, когда она уходит, это плохо, заменить это на золото, вот вы получите чистейший меркантилизм и так далее. Отсюда импортозамещение, отсюда стимулирование экспорта и так далее, и так далее. То есть еще донаучное представление нашего суверена, значит, об экономике. Вот. И Игорь у меня уже успел украсть этот тезис, а я хотел к нему подвести, что потому-то, если мы посмотрим, как бы, что нам нужно для того, чтобы продвинуться, да, то мы видим, что, в принципе, мы находимся, опять же, продолжая эту аналогию, мы находимся на периоде, где еще хартии вольности у нас нет. У нас нет действующего парламента, который устанавливал бы налоги и фактически обеспечивал бы консенсус о том, какой величиной они должны быть и куда их тратить, а не, значит, бюджет приходит им там за 2 дня, 500 страниц, конечно же, они успели все прочитать, все выяснить и тут же проголосовали. Вот. И плюс там же еще очень важной вещью было то, что, грубо говоря, новым договором этих самых баронов с монархом было то, что не прекратите вне экономическое, то есть прекратите произвольное насилие в отношении нас. Мы должны быть судимы судом равных. То есть вот эти вот две вещи, не работающая нормально судебная система, не работающий нормально парламент с налогами, да, говорит о том, что мы как раз находимся еще в докапиталистическом представлении об этом. И тезис, которым я хотел говорить, который потом, правда, у меня еще один раз украл монарх, но говорил, что нет, не украл, это было о том, что нам как раз нужна буржуазно-демократическая революция. Причем в обоих этих смыслах, и буржуазная, и демократическая. У нас нет независимых собственников, ну, собственно, этих активов, потому что, как я уже показал, они моментально перестают им быть по мановению желания властей. Это докапиталистическая система, она внеправовая. То есть, ну, легко человека посадили, да, а что он сидит? А потому что не заплатил. Так, а суда же не было. Ну, ничего, значит, еще посидит. Вот. И одновременно и демократическое. Потому что, еще раз подчеркиваю, устройство власти – это поздний абсолютизм. Давайте еще. Вот, сейчас наконец. То есть не позловаться. Працує, ні? Працює.
видите, я хочу только одно, отговорить Сергея от феодализма. Яны заўсёды вот такую облуду заводят, потому что я могу, не думайте про эту проблему, там, не знаю, десяток, сотню знайти отрозненню феодализма от того, что тут очень суточный. Еще можно было говорить про феодализм, поколь у нас пашпартов не было селянства, да? А вот, але слухайте, видите, я уже что сказал такое, лямпочка Ильича, якую Эдисон придумал, да? Зменил гэты свет больше, чем сотни революций и сотни этих, да? А вот, тут эти зараз компьютеры и все остальное поменяли свет в вогуле, да? Зрабілі его глобальным, и гэтак далей, и гэтак далей. А вы все термином феодализм хочете потлумачить что-то, и что-то противостоите. Ну послушайте, самолеты летают, ракетами полное небо набитое, ну, машины и все остальное, зразумели, да? И коли вы мне эту правовую систему порівнювати з феодальной будете, ну и что правовая, да? На чем вы ездите? На легковику, значит, летаете самолетом, а все, ой, у нас феодализм, ой, у нас феодализм. Ага, ну поняла, как вам хочется. Все правда, якби просто коли ми ще гэтыя фактори, ну вот якби в картинку почнем вводить, там гэты новые технологичные революции, там вот все, что отбывается, то мы просто звар'яцеем. Мы поколь взяли вельми простую задачу, то есть вот якби систему экономики, почали з такого феноменологічного описания внутренней эволюции, внутренней логики, намацали основную метафору, выскочили вот в эту агульную схему, поглядели, як это працуе. Андрей нам подказал якби гістарычную да, яшчэ падкажа гістарычную перспектыву, гэта таксама вельмі важна, культурную, так что Давайте назовем парафеодализм. Я вам начну переводить разов уже, да, новый феодализм, метафору. Давайте сделаем да? Если экономистам действительно не хватает экономических слов, чтобы описать экономическую действительность, и они решили на этой исторической грядке порезвиться, то тогда я могу сделать экономистам подарок. То, что мы сегодня имеем, мы имеем первобытное общество, племенное, с вождем племени. И в первобытном обществе есть еще такая формулировочка, что существовало. Первобытный коммунизм, да? Так вот, по сути дела, этот самый первобытный коммунизм – это тот самый социализм, откуда вырастает белорусская современная экономика. Что же касается феодализма, то у вас действительно знание о феодализме на уровне школьного букваря. Феодализм как раз, вот выражение феодальная раздробленность, все слыхали. А о чем это говорит? Вот оно, появление наконец-то собственности. Пусть маленькое княжество, но мое. Это мои границы, это моя столица, это мои подданные, это моя экономика. Кодексы, огромные правовые кодексы, статуты те же самые. Откуда? Где они? Что феодализм? Что касается далее, даже возьмем, допустим, российскую ту же самую империю. Политических свобод не было, экономические свободы были в полном наборе. Можно было организовывать все, начиная от акционерного общества и кончая владение там маленькой лавочкой, как тот же батька Шагала. Был лавочник третьей категории, третьего разряда. Более того, в Российской империи экономические права, допустим, были шире, чем во Франции. Во Франции с эпохи Наполеона женщины были лишены экономических прав. Она, допустим, выходила замуж, все ее имущество переходило мужу. Все, она теряла право распоряжения этим имуществом. В Российской империи наоборот. Расскажу маленький исторический казус. Восстание 1963 года. Огромнейшие списки. Сослан в Сибирь, имение конфисковано.
Следующий оператор объявляет амнистию, и мы видим, что эти повстанцы вернулись в свои имения. Позвольте, он же с конфискацией имущества был отправлен в Сибирь. А в чем там обстояло дело? Как только это было, доставалась бумага, что мой батька это имение переписал на мою сестру в качестве посага. И оно уже, извините, и секвестированное, и конфискованное, отобрано быть не могло. Законодательство царизма работало против приговора царизма. Андрей, дякую, гэта вельмі важные такие комментарии историчные, но мы будем вертаться, як бы увеличиваючи свою логику, потому что это все ж таки, ну, такая крышечку адрозная логика, и вся эта критика, и Акудовича, и твоя, ну, это вот просто как шмат мовности, шмат Но как только вымерности. начинается многозначность терминологии, Да. теряется смысл Андрей. разговора. Это абсолютно Сергей, ну, доказано. вертаемся теперь до твоего финала подсумования. Да я, в сущности, уже успел про, как сказать, вот эту вот пирамиду, это уже сказать, разных сословий. Это сословия на самом деле. И опять же о том, что отличают их уровень привилегий в действительности, а не прав. Вот. О том, что представления наши экономические, значит, у нашего монарха, они донаучные до сих пор. О том, что, так сказать, мы находимся на пороге вот этой самой буржуазно-демократической революции. Вот. Ну, точнее, она нужна нам для того, чтобы вообще как-то можно было развиваться, потому что проблема таких обществ, как выстроилась у нас эта система, она, как сказать, она может быть и хороша с точки зрения своей устойчивости, но у нее есть большущая проблема с динамикой. И вот мы на это сейчас начинаем натыкаться. Вот. И, честно говоря, я так, если уж опять же продолжать эту метафору, я достаточно скептически отношусь к нашим перспективам, потому что никогда такого рода смены формации, они не проходили, сели за столом, поговорили, договорились. Нет, там люди рисковали жизнью на самом деле, то есть они понимали, какие ставки на кону, и они готовы, как я уже сказал, все-таки благодаря тому, что были уже философы политические, да, и экономисты, они выстраивали систему, которая работала бы для всех. Есть у Дугласа Норта хорошее определение, что такое справедливость. У нас сейчас президент очень много говорит про справедливость, он ездит сейчас в предвыборной своей программе, которую он официально не ведет, и говорит, один из принципов справедливость, справедливость, справедливость. Проблема в том, что это такой термин, который имеет еще больше смысла, чем феодализм. Вот. Так вот у Дугласа Норта есть очень хорошее определение. Это такой порядок, о котором договорились джентльмены, правила игры, при котором заранее неизвестно, какое место в обществе займут их дети. Исход неизвестен. Да, он может быть там вероятностный, но он детерминированный. И вопрос заключается в том, что мы стоим в ситуации, когда у нас одновременно нужна и политическая, и экономическая трансформация. И вот известный вопрос 90-х годов, который, в принципе, получил уже практический ответ. В каком порядке это должно делаться? Что сначала? Политическая трансформация или экономическая? Или одновременно? Вот. И выяснилось, что если у вас это происходит не одновременно, если эти процессы у вас происходят без общественного контроля, без, там, не знаю, партийного, если бы это партии были, контроля, то у вас, в зависимости от того, в каком порядке что происходит, у вас получается ситуация либо захвата государства, есть такой термин, да, state capture, когда вы получаете, условно говоря, себе банкирщину, как в России, и все, ну, как бы... Або як в Молдові зараз було. Да, совершенно верно. Вот. То бишь, политика, которая может внешне выглядеть как конкурентной, но на самом деле все ее результаты известны, потому что как бы все определяется деньгами. Если же порядок ходов нарушен в обратном направлении, то у вас случается
классическая проблема ранних победителей, которые, с моей точки зрения, я не знаю, стоит это говорить, не стоит. Мне кажется, что Паша Данейко в какой-то степени сам ее олицетворяет, эту проблему. Вот когда, я, например, был очень поражен, когда на прошлом КЭФе, в ноябре, практически год назад уже, он начал говорить о том, что, а что вы хотите? Все как бы вроде в порядке, реформы идут, там, бизнес развивается, там, либерализация проходит, да? И как бы я понимаю, что ему легко говорить об этом, потому что он, в принципе, в тех, пускай там искалеченных, искаженных правовых и политэкономических условиях, он, в принципе, себе создал прекрасный бизнес, и даже не один. И, естественно, для него результаты хороши. Проблема ранних победителей заключается в том, что те, кто выигрывают на первоначальных стадиях экономических преобразований, получают возможность блокировать все последующие, потому что, а зачем им больше конкуренции? У нас есть одна бизнес-школа, например, а зачем нам еще? Зачем конкуренция? Да? Зачем какие-то условия еще для кого-то? И получается, что это, в принципе, процесс, когда все должно происходить одновременно, это чрезвычайно сложно. И я вот сейчас закончу совсем, значит, в голове держу вот какую мысль. Когда говорилось о том, что сколько всего поменялось за это время. У нас, на самом деле, не так уж и много поменялось. У нас, например, до сих пор власть в том или ином виде находится самый влиятельный чиновник страны, Михаил Владимирович Мясникович, еще работавший когда-то в Госплане с советских времен и до сих пор так или иначе значит, там остающийся. И вот у него как-то было интервью достаточно давно, это был как раз, по-моему, то ли 11, то ли 12 год, где когда уже стало понятно, что что-то надо менять, что само дальше уже не работает. И вот у него спросили, как же, когда же все начнется и что будете делать первым? У него был такой редкий для него откровенный ответ. Я дословно его не помню, но смысл был в том, что сейчас, точнее тогда, я думаю, что и сейчас то же самое, для тех, кто находится в вершине власти, кто контролирует, значит, процессы и распределяет ресурсы, вот в том самом феодальном смысле, для них сейчас, понимая, что трансформация нужна, крайне важно выстроить такую систему, когда бы, казалось бы, мы создаем новые правила игры, и экономические, и политические. Но как бы еще при этом сделать так, чтобы они при этом никуда не делись и снова оказались выигравшими в эту игру уже по новым правилам. В принципе, это практически нерешаемая задача. Но очень хочется ее попытаться решить. И мне кажется, что главным сейчас содержанием эпохи является... Все говорят, ничего же не происходит, да, ничего не происходит. Нет. Все происходит, только мы этого не видим. Это схватка бульдогов под ковром. Потому что всем хочется сохранить свои командные высоты. Была же даже такая гипотеза о том, что вся перестройка была ничем иным, как попыткой, опять же, пользуясь аналогией из феодализма, я знаю, что вы уже раздражаем всех этим, встать из дворянства служивого в наследное. То бишь, если раньше вы пока находились, работали в ЦК системе, да, партийной, у вас была дача, машина, все остальное, переставали, у вас все пропадало. А хочется, чтобы все время было. То есть идея была конвертировать власть в собственность. Понятно, что он достанется не всем. Понятно, что предполагалось, что те, кто этот процесс запустит, она им и достанется. Правда, в России немножко получилось не так. Там возник всякие молодые мальчики в виде ЮКОСа, которые успели что-то перехватить на залоговых аукционах, после чего старые партийные кадры затеяли обратное завоевание с большим успехом. И, в принципе, в общем, все, кто... Все вернулось куда нужно. Сергей, вот мы подходим, может быть, до самого важного типа истории, вот до таких метаісторій, потому что вот то, что ты почав рассказывать зараз, вот эта долгая история этого 30-годия, Ядвіга Станішкіс, наприклад, описывая это на польском прикладе, вот ее классичная книга «Посткоммунизм» 99-го года, вот я на другий цикл описала, яким способом польские коммунистичные элиты погодились на круглый стол, как трансформовать заходит польский капитализм
і раптом директорами там всіх банків, ну, становиться, якби, була номенклатура, да? До здивлення, У меня есть просто еще международный аспект. вот, якби, так що будемо, не ставимо, якби, кропки, а хутчей ставимо шматкроп'я. Тут ще можна, якби, допивати каву гарбату, доїдати печеньки, які Даша і 3 морковки подрихтували, якби, до нашої зустрічі. Ну і дякую всім, і дякую Сергію, звісно, що він. Сергей, а проблема победителей это вы придумали? А чьи? Потому что вот классно, да, Проблема какая? Проблема Ранних победителей. победителей. Во-первых, Гожа и доклад.